Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Масштабно и с душой. Мы понимаем, насколько у нас великая страна, насколько мы ее любим и насколько мы ее восхищаемся. Как в Башкортостане отметили День России. От гигантского триколора до праздника с семейным акцентом. Мы думаем, что наша Россия будет великой личностью, известной и стойкой. От ремонта скамеек и дворовых ям до мостов и улиц. Стало прилично, можно тут сидеть, читать книжку, чем я и занимался. Как в Башкортостане благоустраивают города и села, и какую сумму направят на решение вопросов жителей в сфере ЖКХ. Это же живой организм, который постоянно требует внимания. Искусственный интеллект в работе госорганов уже не фантастика, а реальность. В какие сферы жизни его внедрят в первую очередь и как нейросети помогут чиновникам работать быстрее. Об этом мы поговорили с вице-премьером правительства Олегом Ли в интервью итогов недели. В первую очередь мы поэтапно начнем внедрять технологии искусственного интеллекта в деятельность флагмана цифровизации госуправления в Центре управления республикой. В Башкортостане масштабно отметили День России. Сабантуи, конные скачки, вручение паспортов и возложение цветов к монументам и памятникам. В Уфе, к тому же, этот праздник совпал с Днем города. Жители столицы, к слову, установили очередной рекорд в честь знакового дня. Впрочем, для кого-то национальные праздники уже стали личными, семейными. На самых ярких событиях побывал наш корреспондент Азат Садреев. Кажется, только вчера они вышли из ЗАГСа, а уже прошло ровно полвека. На висячий мост Марат и Альфия Рамазановы пришли отметить свою золотую свадьбу. И это не единственный повод. В День России главе семьи исполнилось 75. Сохранить взаимные чувства на протяжении десятилетий не так уж сложно, делятся супруги. Любить друг друга, уважать друг друга, жить рядом с надеждой, с любовью и с верой. Друг друга слушать надо. Да. Всегда бывают трудности, тоже надо это знать, надо, как это самое, перенести, все это пережить. А у этих подростков взрослая жизнь только начинается. И сразу с яркого события. В День России паспорта граждан страны им вручил лично Ради Хабиров. Я запомню еще и скажу своим детям то, что паспорт непростой, а вот получил от главы. В День России Ради Хабиров по традиции возложил цветы к монументу дружбы. Башкортостан более 4 веков является надежной опорой государства. В годы Великой Отечественной войны свыше 700 тысяч жителей республики отправились на фронт, а труженики тыла делали все для победы. Как и сегодня, во время спецоперации, День России в условиях СВО приобрел новое звучание и смыслы. В эти непростые годы, которые проходит наша страна, этот праздник действительно особое значение имеет. Мы понимаем, насколько у нас великая страна, насколько мы ее любим и насколько мы ее восхищаемся. Мало кто из жителей знает, но в истории Уфы был период, когда она являлась столицей России. 1918 год, гражданская война. На Восточном фронте, на Урале шли жестокие бои. Тогда в город приехали антисоветские и антибольшевистские силы на Уфимское государственное совещание. Меньшевики, эсеры, представители некоторых национальных автономий, казачьего войска создали так называемую Уфимскую директорию, то есть всероссийское правительство. Какой-то период именно оно руководило всей страной. Но Уфимская директория правила недолго. Уже в октябре Красная армия была на подходе, и белое правительство переехало в Омск, а к концу осени и вовсе распалось. Но в течение сентября, начала октября 1918 года Уфа – столица России. Сейчас Уфа – это крупный промышленный, экономический и культурный мегаполис, в котором проживают более 1 миллиона человек. И жители любят свой город, которому исполнилось 452 года. Свой подарок столице приготовили сотрудники ботанического сада, на аллеях которого цветут именные пионы. Селекционеры вывели сорта «Огни Уфы», «Уфимец», «Уфимский вальс» и «Уфимский рассвет». Самая главная их особенность – они хорошо переносят условия Башкортостана, наши суровые зимы и наше необычное лето.
Свой вклад в улучшение внешнего облика любимого города внесла Мария Шубина. Еще с юбилейного года она вместе с другими столичными художниками украшает неброские распределительные щиты красочными картинами куницы, символа Уфы. Образы были даны на выбор, и я, получается, выбирала уже в соответствии с месторасположением. Всего их 5 расположены, и я старалась писать так, чтобы это было гармонично и сильно по цветовой гамме, в общем-то, не выбивалось и подходило. Все знают национальную борьбу на поясах, но мало кто видел борьбу на лошадях. А Ударыш на ипподроме Акбузат собрал 1000 зрителей. Кульминацией мероприятия стали скачки. Самые резвые скакуны и опытные жокеи представили разные регионы, из которых они приехали в Башкортостан на День России, День города Уфы и День Салавата Юлаева. Публика аплодировала каждому и также с особой теплотой встретила участников забега на лошадях башкирской породы. Забрать с собой зрители могли не только яркие эмоции, но и свежий кумыс. У нас собралось около 6 кумысоделов со всей республики. Это в основном Баймакский район, Учелинский район, Кугачинский район. Натуральный кумыс – это первый кумыс, изготовленный в этом году. День России теперь уже многодетная семья Евдокимовых отметила со своей Россией. В Уфимском районе в апреле родилась девочка с необычным именем, пока что единственным в республике. Родители признаются, как назвать дочку, думали долго. Выбирали между Радославой, Милорадой и Ростиславой. Юлии и Евгению было важно, чтобы имя несло определенный смысл. Имя, потому что многое все равно решает, мне кажется, в жизни человека. Оно несет за собой какую-то свою историю и свою дальнейшую судьбу. Поэтому мы думаем, что наша Россия будет великой личностью, известной и стойкой. Не такой легкий путь, конечно, будет, но все же мы всегда рядом. Сотни иглинцев собрались на главной площади райцентра, чтобы принять участие во флешмобе. Жители развернули российский триколор. Этот год, объявленный президентом годом единства народов, Иглинский район не остался в стороне. Как один из самых многонациональных районов нашей любимой республики, сделали дворики национальные. И мы посмотрели разные традиции наших народов, связанные со свадьбой, с рождением детей. Поэтому год, который глава республики объявил годом дружной большой семьи, он как раз тоже здесь отражен. День России в год единства народов еще раз напомнил нам, что прежде всего все мы граждане одной страны. И наша Родина сильна только тогда, когда все мы едины. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин, Марат Хамитов. Итоги недели. Сфера ЖКХ – одна из самых чувствительных и сложных. Власти уделяют решению многих вопросов первостепенное внимание – от модернизации коммунальной инфраструктуры до благоустройства дворов. В этом убедился и заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, который посетил Уфу в четверг. Итоги работы подвели на 7-м форуме «Управдом», где собрались участники со всей республики. К слову, на неделе завершилось всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Теперь ждем результатов. Какую сумму в этом году направят на решение вопросов жителей и как в регионе наводят порядок, разбиралась наш корреспондент Алия Альтубаева. Грязные, поломанные, вокруг мусор. Так эти скамейки выглядели еще в начале этой недели. Но всего один комментарий уфимки в соцсети главы республики. И вот спустя 2 дня сквер мирного времени по улице Степана Злобина преобразился. Людей услышали. Стало прилично, можно тут сидеть, читать книжку, чем я и занимался. Покрасили скамейки, в принципе, их поставили в мусорки, стало почище. Казалось бы, мелкие проблемы, сломанные качели, нескошенная трава, аварийные деревья. Ради Хабиров вынес на оперативном совещании отдельной строкой, потому что количество жалоб на благоустройство превысило даже дорожные. Надо подталкивать муниципалитеты и заниматься этим. Точно так же уборка общественных пространств. Ну, понятно, большая тема просит, программу дворики и так далее. Тем не менее, вот смотрите, обращаю внимание, опять эти города, это Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Белорецкий, так?
Уфа, Сибай, Салават. Дом номер 12/2 по улице Мубарякова. Официально лучший и самый дружный в России по итогам федерального конкурса. Благодаря активным жильцам во дворе появились спортплощадки, камеры наблюдения, контейнеры для сбора отходов и новые парковочные зоны. Сейчас жильцы сообща решают проблемы старой кровли. Зданию уже больше 20 лет. Потому что у нас люди настолько заряжены общей целью сохранения своего жилья, благоустройства, вопросами ремонта и прочее. То есть для нас это не пустые слова. Это же живой организм, который постоянно требует внимания. В этом убедился и замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько во время рабочего визита в республику. Оценил объекты Уфы, на которых велись и ведутся работы. Он отметил, что наш регион по праву считается активным участником федеральных проектов. Вообще традиционно Башкортостан находится на высокой позиции в рейтингах по реализации федеральных проектов. Мы смотрели сегодня и сравнивали проекты формирования комфортной городской среды, модернизации коммунальной инфраструктуры. Команда, которая есть в правительстве республики, она действительно понимает, что надо делать, поэтому тут перспектива 100% хорошая. На модернизацию объектов ЖКХ регион направит свыше $1 миллиард рублей. Об этом стало известно на 7-м республиканском форуме «Управдом», где жители, общественники и ресурсоснабжающие организации обсуждают проблемы и находят пути решения. Идея с самого начала, высказанная главой республики по проведению управдомов в районах и городах, состояла в том, чтобы глава района и города общался со своими жителями, собственниками жилья, слышал их, слушал. Особое внимание уделяется небольшим городам и селам. Башкортостан здесь один из лидеров. Как отметили на форуме, хороший результат показала возобновленная региональная программа «Башкирские дворики». С 2019-го отремонтировали порядка 1500 дворов. Республика активно участвует и в федеральных проектах в рамках инфраструктуры для жизни. Общий объем бюджетных средств в этом году составил более 14 миллиардов рублей. Чувствуя определенный недостаток, дефицит, например, нашего текущего бюджета республиканского, мы ориентируем нашу команду на то, чтобы работали активнее с федеральным бюджетом. В рамках федерального бюджета есть национальный проект, целый, огромный, насыщенный деньгами. Работает до сих пор программа «Парки Уфы». В этом году, мы сдадим парк Ленина. Мы его так сделаем именно для людей. Выбоины во дворах и состояние дорог общего пользования жителей волнуют не меньше. Только за прошлую неделю от уфимцев поступило 560 обращений. В этом году в городе стартовала новая программа «Дорога к дому». Она направлена на ремонт межквартальных проездов и въездов во дворы. В первую очередь приведут в порядок наиболее проблемные участки. В планах восстановить асфальтовое покрытие на площади свыше 60 тысяч квадратных метров. На реализацию программы из городского бюджета выделено 200 миллионов рублей. На этой неделе мы решили проверить состояние дворов столицы, которые снимали ровно год назад. И вот итог. Яма возле дома 26/3 по улице Транспортной за год залатали. А вот дворовой проезд возле дома номер 43 по Российской так и остался без внимания. Рядом с Кувыкина 37 в начале июня срезали старый асфальт. Ждем обещанного покрытия. А вот по кратеру на Шафеева до сих пор можно проследить эволюцию укладки асфальта. Ямочный ремонт в эти выходные частично перекрыл Затонский мост. С 1 июля запретят въезд грузовиков и на Демском мосту. Движение затруднено и на другом выезде из города, на трассе в аэропорт. Вблизи Чесноковки начали реконструкцию моста через реку Берсувань. Переправе больше полувека, и она давно требовала внимания. Поэтому почти на все лето участок федеральной трассы стал 4-полосным вместо привычных 6. Организовано реверсивное движение. Утром 3 полосы в сторону столицы, а вечером в сторону Оренбурга. На данном мостовом сооружении будет восстановлен выравнивающий слой. Из бетона уложено асфальтобетонное покрытие. Заменены элементы обустройства, и ремонт будет произведен подмостового пространства. Ремонт продлится до сентября. Кроме того, столичным водителям стоит помнить, с 15 июня ограничат движение в районе санатория «Зеленая роща» из-за подключения домов к сетям. А в районе улицы Гафури до сентября перекрыли проезжую часть до перекрестка с Коммунистической из-за ремонта теплосети. Все это делается на благо жителей. Остается лишь проявить терпение. Алия Альтубаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели.
Творцы добрых дел. Порядка 300 волонтеров со всей республики собрались на летний форум в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Одна из главных тем – помощь участникам СВО и членам семей бойцов. Этому вопросу в Башкортостане уделяется особое внимание. Помимо федеральных, в республике действуют 54 региональные меры поддержки. Военнослужащие и их близкие пользуются привилегиями при посещении медицинских учреждений, поступлении в вузы и не только. В этом убедился и Руслан Батыргариев. До участия в проекте «Первая юрта» Луиза Ахмедшина и Зульфия Хузина не знали друг друга. Сейчас уже стали родными, как сестры. Позади несколько командировок в Луганскую Народную Республику, где они помогали медикам выхаживать раненых бойцов. Там все ребята сейчас родные для меня. Мы с ними общаемся, мы занимаемся гуманитарной помощью, тоже с района отправляем. Увидев искренние улыбки бойцов и от души благодарности их, я понимал, что это не зря. И улыбка бойца – это был главный мой ресурс, чтобы возвращаться снова и снова. За доброе сердце и неравнодушие Ради Хабиров вручил волонтерам почетные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». Глава региона встретился с ними в заключительный день слета, который прошел в военно-патриотическом лагере «Патриот». Тема форума говорит сама за себя: «Все для победы». Большинство из 300 участников волонтерского лагеря помогают участникам СВО и их семьям. Солдаты, конечно, наши ждут самое главное. Это технологические средства борьбы, это и FPV-шки, и радиолокационные станции, прочее. Все это мы делаем, покупаем, отправляем. Но вот все, что вы делаете, там всевозможные масс-сети, прочие какие-то вещи, которые позволяют им более комфортно, более эффективно себя защищать, это имеет огромное, на самом деле, значение. За это большое спасибо и низкий вам от них поклон. Поддержка региональных властей позволила сформировать в республике одно из крупнейших волонтерских движений страны. Сегодня на федеральной платформе «Добро РФ» зарегистрированы почти 200 тысяч жителей региона. За 2 года численность добровольцев увеличилась более чем на 60 тысяч человек. Армию волонтеров пополнил и предприниматель Андрей Калинченко. Не только закупает за свой счет материалы для маск-сетей, антидроновых одеял, но и лично отвозит это бойцам в зону СВО. Приезжаем в конкретную часть, подружились с ребятами, списываемся. Они говорят, что им нужно в следующий раз привезти. Покупаем, привозим. Стали друзьями фактически уже. Вот в понедельник поеду в очередной раз. С начала специальной военной операции добровольцы республики выполнили более 17 тысяч заявок от участников СВО и членов их семей. За все время собрано и направлено свыше 19 тысяч тонн гуманитарной помощи. Уже 2 года работает волонтерский штаб в Кармаскалах, где заливают окопные свечи и плетут антидроновые сети. А вот Дина Султанова из Абзелиловского района не только собирает гуманитарную помощь, но и доставляет ее на передовую. Мать погибшего бойца 9 раз сопровождала гумконвой. Правда, после смерти сына здоровье пошатнулось, перестала выезжать в зону СВО. У меня в основном после смерти сына неврология. У меня стресс большой был, вот это в основном. И чуть-чуть давление поднимается сейчас. Здесь готовы лечить как физические, так и душевные раны. Двери Абзелиловской ЦРБ для Дины Султановой, как и для участников СВО, всегда открыты. Здесь даже организовали отдельный кабинет приема бойцов. Военнослужащий с позывным «Норд» в составе десантно-штурмовой роты 3 года воюет на Херсонском направлении. Несколько раз был ранен, повреждены голова, конечности и легкое. Сейчас проходит военно-врачебную комиссию в родном районе. Пройти обследование полностью, поправить здоровье и проходить комиссию на ВВК, на пригодность. В Абзелиловской ЦРБ выделили ответственного врача, который принимает участников СВО, занимается диспансеризацией и медосмотрами бойцов. При необходимости терапевт направляет пациента на стационарное лечение. У некоторых ограниченное время бывает, некоторые инвалиды, некоторые на колясках или на костылях. Расположили на первом этаже для удобства, во-первых. И, во-вторых, чтобы они в очередях не сидели. А вот в Стерлитамаке бойцы специальной военной операции могут не только сами встать на ноги, но и научиться помогать своим сослуживцам. С 2023 года там работает реабилитационный центр «ЗОВ». Владимир Деркач пришел сюда пациентом, остался специалистом. Он продолжает свой бой, только теперь его оружие – руки и медоборудование. Я закончил в свое время физкультурный университет. Одно из направлений у нас было лечебный массаж,
спортивная медицина. Мне это заинтересовалось, я и в молодости еще пробовал, пытался это, но сейчас возможность такая появилась. Рустем Булатов вернулся из зоны СВО в прошлом году. Миновзрывное ранение. Он лишился ноги, осколки задели голову. Месяцы в госпиталях, обездвиженность, лишний вес. О центре узнал от сослуживцев, пришел и говорит, словно воскрес. Я немножко в госпиталях, считаю, лежал. И за это время немножко в весе прибавил и, застоялся. А сюда пришел, меня со всех сторон растянули, поправили, все на место поставили. Я как уже, 55, я чувствую себя на 30. Участники СВО и матери погибших бойцов стали главными гостями на празднике, посвященном торжественному открытию копии выдающегося монумента на Мамаевом кургане. У абзелиловцев появилась своя родина-мать. Нас не забывают, а нас помнят. Мне очень понравился памятник «Родина-мать». Общая высота монумента «Родина-мать» зовет в Волгограде 85 метров. Эта статуя примерно в 14 раз ниже оригинала. Однако говорить о соблюдении каких-либо пропорций не приходится. Автор абзелиловской версии памятника не ставил задачу сделать копию. Не стал автор переносить на свою работу и образ кричащей женщины. Родина-мать в исполнении магнитогорского скульптора спокойно, но строго смотрит вдаль. А вот в администрации района заложили глубокий смысл в новую скульптуру, установив ее напротив военкомата. Здесь гордятся не только подвигами героев Великой Отечественной войны, но и теми ребятами, которые в эти минуты в окопах борются за наше с вами мирное небо над головой. Руслан Батыргареев, Булат Садриев, Артур Ханов и Булат Закирьянов. Итоги недели. Ради Хабиров лучше других губернаторов развивает креативные индустрии и внедряет технологии искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты июньского рейтинга влияния глав субъектов России, опубликованный Агентством политических и экономических коммуникаций. Рейтинг традиционно считается одним из ключевых экспертных индикаторов политического веса губернаторов. Одним из ключевых факторов укрепления позиций главы республики стали результаты Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме. Наш регион в третий раз подряд занял 3-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата ОСИ и был отмечен Владимиром Путиным. Также, по словам экспертов, Ради Хабиров успешно внедряет передовые федеральные тренды в региональную практику, один из которых как раз-таки искусственный интеллект. Искусственный интеллект давно перестал быть фантастикой. Он уже ищет преступников по камерам, пишет музыку и помогает врачам ставить диагнозы. Но как далеко технологии зашли в нашем регионе и что будет, если чиновников начнут заменять алгоритмы? Об этом в интервью итогов недели мы поговорили с вице-премьером правительства Башкортостана Олегом Ли, которого назначили как раз курировать вопросы внедрения искусственного интеллекта в органы госуправления. Олег Александрович, здравствуйте. Добрый день. Вице-премьером вас как раз-таки назначили для того, чтобы курировать эту сферу внедрения искусственного интеллекта. Что вообще подразумевается под искусственным интеллектом в работе госорганов? Искусственный интеллект стоит воспринимать в первую очередь как нашего повседневного помощника, как в работе государственного служащего в рамках его рабочего места в кабинете, так и в определенных более сложных сценариях, когда искусственный интеллект нам помогает при оказании государственных услуг, когда он помогает мониторить общественную безопасность, помогает нам отслеживать подозрительные финансовые и иные операции. Олег Александрович, у вас богатый как раз-таки федеральный опыт, в том числе в Национальном центре исследований искусственного интеллекта. Что вас заинтересовало в предложении главы республики и вообще как глава республики вышел на вас и предложил вам работу у нас? Мы большую работу с регионами проводили, и когда Ради Фаритович предложил мне сотрудничество, я ни капли не сомневался, и в моем решении сыграло два фактора. Первый, все-таки, опять же, это руководящая команда. Ради Фаритович с высоты своего управленческого опыта очень четко обозначил вектор инновационного развития республики. И трудиться в такой команде для меня одновременно и приятно, и ответственно. Вот вы как раз в одном из интервью сказали, что бросили себе вызов. Это вот как раз тот вызов, что посмотреть, насколько все изменится здесь, благодаря вашей работе. Все верно. Если говорить про федеральный опыт, это
другой немножко масштаб, горизонт планирования. Региональная специфика предполагает гораздо более глубокий уровень погружения в проблематику и быструю обратную связь. Это предполагает определенные тектонические сдвиги в системе, которые я должен организовать. Нам необходимо преодолеть привычную инерцию, некое опасение относительно новых направлений нашей работы в системе госуправления. Внедрение любых инноваций, включая искусственный интеллект, оно может вызывать некие опасения среди тех, кто за это отвечает. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Глава республики сказал, что внедрять искусственный интеллект огнем и мечом. То есть как раз вот то сопротивление, возможное, о котором вы говорили сейчас. Вообще почувствовали это сопротивление со стороны, может быть, чиновников каких-то отдельных ведомств? И насколько сильное это сопротивление? Что мешает? Вы знаете, речь не идет ни в коем случае о каком-то намеренном саботаже со стороны органов власти или конкретных лиц. Ни в коем случае каких-либо радикальных решений мы предпринимать не собираемся. В первую очередь с органами власти будем проводить разъяснительную работу. Если коллеги действительно почувствуют реальный эффект от систем с искусственным интеллектом, они в первых рядах будут их внедрять. Вы поставили амбициозную задачу войти в топ-5 регионов по уровню развития искусственного интеллекта. Что нужно сделать уже в этом году, чтобы заложить фундамент для такого мощного рывка? В первую очередь мы поэтапно начнем внедрять технологии искусственного интеллекта в деятельность флагмана цифровизации госуправления в Центре управления республикой, а затем хотим приступить к автоматизации рутинных задач государственного служащего. Что за рутинные задачи и как это может, внедрение искусственного интеллекта может упростить их? Почти каждое ведомство в своей работе сталкивается с реализацией монотонных функций, которые, например, могут быть связаны с обработкой обращений граждан или с обработкой их каких-то заявочных документов или с необходимостью заполнения различных форм документации на основе данных из разрозненных источников. И как раз вот ровно для таких рутинных операций нам могут и помочь агентные системы, которые могут высвобождать вплоть до 10 часов рабочего времени в неделю. Назовите ключевые сферы, где внедрение искусственного интеллекта даст наиболее быстрый и ощутимый результат, эффект для жителей Башкортостана. Если приводить примеры, понятные буквально каждому гражданину, я бы начал с сферы здравоохранения. Уже давно во всем мире, и в нашей стране, и в республике система искусственного интеллекта используется для диагностики заболеваний на ранних этапах с помощью, например, анализа снимков. И что это для нас с вами означает? Что в рамках приема у доктора врачу больше не требуется уделять много времени изучению этого снимка, его расшифровке, и он это высвобожденное время может направить на консультацию пациента. Другой пример применения искусственного интеллекта, актуальный для нашей республики, это сфера сельского хозяйства. В перспективе мы можем использовать технологии для мониторинга различных сельскохозяйственных болезней или недостаток влаги. Соответственно, такие решения, такие эффекты Раид Фаридович просит в республике множить, и чтобы технологии служили на благо населения. Ну и личный вопрос такой. Были ли когда-нибудь в Башкортостане или сейчас вы открываете наш регион с нуля? Я по большей степени регион открываю для себя с нуля и делаю это с большим удовольствием, потому что мне здесь оказали очень теплый прием. Между тем, я в Башкортостане неоднократно был и навещал близких мне людей. Что ж, Олег Александрович, спасибо большое за познавательную беседу. И будем надеяться, что искусственный интеллект не оставит нас без работы. Спасибо. Ну а я напомню, что с нами на интервью был заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Олег Ли, который сейчас занимается вопросами внедрения искусственного интеллекта в органы госуправления Башкортостана. Уфимский хоспис – проект, который хочется показывать всей стране. Об этом сообщила учредитель и директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер на встрече с главой республики. Руководитель региона пообщался в хосписе с участниками курса «Институт советников по социальным изменениям»,
который проходил у нас. Во время обучения участники не просто получают новые знания, но и разрабатывают проекты развития соцучреждений. Совершенно от Ради Фаритовича другие волны исходят. В прошлой встрече, из прошлого разговора он очень изменился. Мне все время казалось, что тема социальной помощи и социальной поддержки для него болезненная, но точно не приоритетная. А сейчас ощущение, что это первый приоритет. Впечатление очень приятное, колоссальный и, наверное, скажу, такой уникальный хоспис, который необходимо, думаю, что тиражировать не только на территории Республики Башкортостан, но и, думаю, что на всей территории Российской Федерации. За опытом в Уфу приехали 44 специалиста из 10 регионов России. Республика выбрана не случайно для обучения специалистов социальной сферы. Как отметили организаторы, здесь сложилась сильная команда единомышленников. Ради Хабиров подчеркнул, мало построить современное здание. Важно правильно организовать процессы. От этого зависит качество помощи людям. Новый институт, его агентство стратегических инициатив предложило, и президент поддержал. Это люди, которые анализируют в таком широком масштабе социальное самочувствие людей и дают нам картину, как чувствуют себя люди и как люди видят наши действия там, по качеству здравоохранения, то есть по самому здравоохранению, образование, реабилитация, значит, уход за престарелыми, опека и весь социальный блок. Это очень важно, потому что вроде там иногда мы все равно там не можем себя оценить, и такой взгляд со стороны профессионально он очень нужен. Каждый человек может помогать. У каждого человека есть ресурс. Не бывает человека, у которого нет ресурса. Я не говорю только про материальные какие-то ресурсы. Это ресурсы временные, это ресурсы своими компетенциями. И вот здесь понимаешь, что у тебя это всегда есть. Просто вопрос, хочешь ты где-то это применить или нет, уже каждый человек выбирает для себя сам. Во время разговора участники обсудили паллиативную помощь, поддержку семей с детьми-инвалидами и, конечно, ветеранов спецоперации. В республике на этой неделе отметили еще две важные даты. День башкирского эпоса «Урал-Батыр» учредили в прошлом году по инициативе главы региона Ради Хабирова. Кроме того, отпраздновали 272-й день рождения национального героя Салавата Юлаева, считающегося символом Башкортостана. Как сохраняет духовное наследие народа, расскажет Эмиль Басареев. Наглядная карта преданий, тысячелетнюю хронологию и смысл башкирских легенд теперь можно понять за считанные минуты. Причем даже ребенку. Эпос «Урал-Батыр» разместили буквально на стенах музея. На табличках имена, названия и родственные связи героев. Аудитории очень понравилось. Многие узнают некоторые новые моменты из эпоса, узнают основу эпоса, сюжетную линию именно изучают, поэтому все ждут продолжения. В эпосе множество сюжетных линий, а происходят они в 3 разных мирах. Урал-Батыр – главный памятник башкирской словесности. В его строках ключевые человеческие ценности, которые так важно прививать с детства. Объяснение в целом, откуда появился мир и как сегодня мы существуем. Это очень важно. Поэтому 1 сентября в нескольких школах и гимназиях республики мы откроем подобные классы эпоса «Урал-Батыр» по изучению эпоса «Урал-Батыр». Если пилот мы признаем, что он будет успешным, то в ближайшее время будем распространять опыт на всю территорию республики. Праздничные мероприятия, посвященные эпосу, прошли по всей республике. Бесплатный концерт дала и группа «Эй-Йола», музыканты которой своими песнями принесли Урал-Батыру мировую известность. Соревнования ССН в дань уважения национальному герою. Салават Юлаев известен не только как полководец и один из главных участников крестьянской войны, но и как поэт-сказитель. Воинский дух и творческое начало были частью одного целого. Салават Юлаев – это олицетворение мужества, олицетворение настоящего патриота. Без символа, без такого образа Салавата Юлаева мы себя не можем представить на самом деле. Поэтому это часть нашей идентичности, часть нашего культурного кода. В этом году отмечается 272-летие Батыра. В честь дня рождения героя не первый год проходит республиканский фольклорный праздник. Неизменно в программе конные скачки и борьба. Наследники Салавата следуют тем же заповедям удалого егета, что и столетия назад. Они были известны семьей, и Юлай Азналин, и его сын
В целом, конечно же, это элита башкирского народа, и они сумели внести очень много полезного для нашей истории, для нашей культуры. Почему импонировал башкирам? Он был батыр, то есть очень сильный и хороший наездник. То есть башкирам вот это нравится. Именно таким национальный герой и предстал впервые на экране в 1940 году в ленте «Салават Юлаев». Полководец и борец за правду, который отличался мужеством и великодушием. Башкиры! За свободу! За счастье наших детей! Вперед! С тех пор Батыр становится главным символом республики. Его именем нарекают улицы, город, хоккейный клуб. И когда над страной нависала угроза, воины Башкортостана с гордостью несли знамя Салавата Юлаева со своим подразделением. И в годы Великой Отечественной, и сейчас на спецоперации. Герой изображен на гербе республики, а памятник в его честь – самая высокая конная статуя Европы. В прошлом году его сняли с постамента на реставрацию. Из-за сильного износа власти и общественники приняли решение создать бронзовую копию, но и старый чугунный оригинал получит вторую жизнь. Памятник, который находится сейчас на реставрации, мы его обязательно отреставрируем. Но учитывая, что вот у него такое сложное состояние, его нельзя ставить под ни ветровую, ни климатическую нагрузку, я предлагаю опять посоветоваться с жителями Республики Уфы, найти место, поставить этот памятник и закрыть его стеклянным куполом. И это будет еще один музей, который можно подойти и рядом посмотреть. Именно бронзу, как наиболее долговечный материал, и хотел изначально использовать автор скульптуры Сосланбек Тавасиев. Пусть и спустя полвека, но его задумка реализуется, а Салават Юлаев верхом на коне вернется на постамент уже навечно. Ну, прощай, Салават. Зачем прощать? Мы еще встретимся на прямой дороге. Эмиль Басареев, Алия Эльтубаева, Азат Галиуллин, Шамиль Каримов и Булат Закирьянов. Итоги недели. Уфа на этой неделе превратилась в столицу искусства. В город прибыл театральный поезд. Масштабный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кто и с чем посетил столицу республики, как встречали гостей, какие спектакли подготовили артисты из Башкортостана для зрителей в Казани и Ульяновске. Обо всем по порядку в репортаже Анны Морозовой. Вещи практически собраны, настроение отличное, правда, волнение периодически дает о себе знать, говорит актриса Молодежного театра республики Лилия Искушина. Совсем скоро ей предстоит выступить на театральных подмостках других городов. И пусть гастроли дело уже привычное, но вот театральный поезд – абсолютно новый опыт. И это очень ответственно, так как мы будем представлять нашу республику, будем играть на башкирском языке, мы будем представлять наш театр. Такая очень богатая палитра чувств. В этом году масштабный проект стартовал впервые и сразу дважды. 12 мая один состав отправился из Владивостока, а второй спустя 2 недели из Севастополя. Целых 50 дней театральные поезда мчат навстречу друг другу с творческими остановками в больших и малых городах нашей Родины. Одна из остановок – Уфа. Именно сюда в минувший понедельник прибыли артисты из Саратовской и Самарской областей. Подготовка шла целый год, и поэтому ощущение, что наконец-то это случилось, что наконец-то мы приехали, что наконец-то мы в городе, в долгожданном городе Уфа, оно случилось. Вот это самое важное. Актер, конечно, с огромным волнением ожидают, как будет встречать зритель на уфимской земле наш спектакль. С распростертыми объятиями и, конечно, с чак-чаком и кумысом столица республики встретила 6 творческих коллективов. И каждый из них привез с собой целый багаж спектаклей. Мы к вам приехали с интерактивным спектаклем для всей семьи. Этот спектакль был поддержан грантом, президентским грантом, и был очень хорошо встречен нашей саратовской публикой. Мы его провозили по Саратовской области. Мы привезли постановку «Барышня-крестьянка» Александра Сергеевича Пушкина. Лирическая комедия про любовь. Это моя постановка. Что добро пожаловать. На 2 дня Уфа превратилась в театральную столицу России. Мастер-классы, творческие вечера и различные постановки. Не забыли организаторы и о самых маленьких театралах. В
первый же день на сцене Башоперы показ спектакля «Репка» по мотивам русского фольклора. Казалось бы, сюжет незамысловат и знаком с пеленок, но благодаря ярким костюмам, прекрасной музыке и живому исполнению артистам из Самары удалось завоевать сердца не только детей, но и взрослых. Наша постановка удалась. Это было слышно, как нас встречали зрители. Спасибо огромное, очень теплый прием. Очень приятно сегодня здесь находиться. И, конечно, огромное спасибо театральному поезду. В столице республики с аншлагом прошли 16 спектаклей как местных, так и гастролирующих коллективов. А завершился фестиваль Пушкинской барышней-крестьянкой. Всего же масштабный проект объединил свыше 280 постановок и более 5000 человек по всей стране. Нет еще финала. Эти другие города. Следующие остановки – Ульяновск и Казань. С актерами Национального молодежного театра в творческий путь отправились и артисты Туймазинского татарского драмтеатра. Провожал земляков председатель Союза театральных деятелей Башкортостана Алмаз Амиров. Побольше аплодисментов. Для искушенной публики подготовили спектакль «Черные воды» по одноименной поэме Мустая Карима и драму «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. Казанский зритель, он нас так тепло принял, что нам играть было одно удовольствие, хоть и спектакль не такой легкий. Поэтому спасибо большое всем. Мы уставшие, но счастливые. Вместе с артистами в дорогу отправился и театральный символ региона. Число таких табличек растет с каждой остановкой. Всего их будет больше 40, а завершится фестиваль 30 июня, когда 2 театральных поезда встретятся в столице нашей Родины. Анна Морозова и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом БСТ. До свидания.